Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Ранним утром немецкие войска напали на нашу страну. В 12 часов дня народный комиссар Вячеслав Молотов выступил с обращением к стране. И на следующий же день начался призыв добровольцев в Красную армию. Только за первый месяц войны из Чувашии отправилось примерно 5700 человек. Из них около 1400 были женщинами. Вот на такие призывные пункты и приходили наши добровольцы, чтобы записаться в ряды Красной армии. За весь период войны из Чувашии на фронт ушло 208 229 человек. Они с оружием в руках защищали нашу родину от врага. Были случаи, когда на войну уходили целыми семьями. Например, уроженка села Изидеркино Маргаушского района Николаева Татьяна Николаева отправила на войну сразу всех своих 8 сыновей. К сожалению, 4 из них погибли, домой не вернулись. 2 скончались от полученных ранений вскоре после окончания войны. В родном селе Маргаушском районе установлен памятник в честь Татьяны Николаевны, посвященный героической матери чувашского народа. План немецкого наступления «Барбаросса» подразумевал нападение сразу на 3 крупных города Советского Союза. Это город Ленинград, для которого использовалась группа армии «Север», группа армии «Центр» нападала на Москву и группа армии «Юг» нападала на город Сталинград. Первыми врага встретили наши доблестные пограничники. И одним из примеров героической обороны служит Брестская крепость. Служили здесь в том числе и наши земляки. Одним из таких является Ефим Трифонович Вазинге, который был заведующим сапожной мастерской 333-й стрелковой дивизии. В первый же день войны он с пулеметом отражал налеты вражеской авиации, и, к сожалению, в его огневую точку угодил один из вражеских снарядов. В 1999 году на мемориале, посвященном защитникам Брестской крепости, появилось его имя. Главной целью для удара немцы на первом этапе войны избрали нашу столицу, город Москву. Они рассчитывали, что с ее падением Советский Союз согласится к мирным переговорам и выйдет из войны. Среди защитников Москвы были в том числе и наши земляки, уроженцы Чувашии, служившие в 324-й стрелковой дивизии. Формировалась эта дивизия в городе Чебоксары, и каждый 4-й ее боец был уроженцем Чувашии. Под Москвой сражался и первый герой Советского Союза из нашей республики Вячеслав Петрович Винокуров. Он свою золотую звезду Героя Советского Союза получил еще до начала Великой Отечественной войны, принимая участие в конфликте с Японией на озере Хасан в 1938 году. Вместе со своим товарищем он больше суток удерживал подбитый танк и за проявленный героизм получил свою награду. В дальнейшем он принимал участие в Советско-финской войне, где получил тяжелейшее ранение, в результате которого ему ампутировали стопу левой ноги. Но он смог вернуться за штурвал танка, за что его товарищи прозвали по аналогии с подвигом Моресьева Моресьевым танковых войск. Принимал он участие и в сражении под Москвой. В 1942 году, получив тяжелейшее ранение, он скончался под деревней Сычевка, где и был похоронен. Если же говорить о героях Советского Союза из нашей республики, которые получили свою золотую звезду непосредственно на этой войне, то первым из Чувашии был Борис Михайлович Васильев. Он являлся летчиком истребителя и за 20 сентябрьских дней совершил 35 боевых вылетов, уничтожая переправы немцев на реке Днепр, колонны бронетехники, а также живую силу противника. Однако, несмотря на героическое сопротивление наших войск, в первые месяцы войны немецкие войска достаточно активно продвигались по территории нашей страны. И в этих условиях огромное сопротивление им оказывали наши партизаны. Для того, чтобы представить, как жили партизаны, в музее создан интерьер партизанской землянки.
Вот в таких вот условиях им приходилось жить. Здесь не было каких-то излишеств, роскоши. Радио с ключом для того, чтобы можно было общаться с помощью азбуки Морзе, а также столовые принадлежности. Кружка с ложкой – это советские образцы. Были в партизанских землянках и трофейные вещи. Например, вот эта вот фляга немецкая попала к нашим партизанам. А также вот такая вот ложка, совмещенная с вилкой, и кружка. Это также немецкие вещи. Конечно же, должно было быть и оружие. Здесь представлена винтовка Мосина, которая появилась еще перед Первой мировой войной, принимала участие в гражданской войне, а также активно использовалась в Великую Отечественную. И, конечно же, медицинские принадлежности. Конечно, тут не было огромного количества лекарств, но тем не менее, хоть как-то они помогали нашим партизанам. А для того, чтобы осветить землянку, использовалась вот такая вот лампа. Она не давала много света, но тем не менее позволяла писать письма и хоть как-то общаться друг с другом. В музее представлено несколько комплексов вещей, принадлежавших нашим землякам, участникам Великой Отечественной войны. Среди них комплекс вещей Федота Орлова, летчика, летавшего на тяжелом бомбардировщике. Он свой воинский путь начал еще с Японо-Китайской войны, затем продолжил в советско-финском конфликте, а также принимал участие в Великой Отечественной войне. Ему, в частности, вручили самолет, построенный на средства колхозников Сарсковых. Являясь героем Советского Союза, он совершил свыше 100 боевых вылетов и в дальнейшем принял участие, в том числе и в конфликте с Японией. Помимо боевых действий, важной задачей в начале войны было сохранение промышленного производства. С этой целью оборудование с более чем 2600 предприятий отправлялось в более безопасные восточные районы страны. Это оборудование попало в том числе и в нашу республику. Ряд предприятий начал заниматься выпуском военной продукции. В годы войны крупнейшим заводом на территории республики стал Канашский вагоноремонтный завод. Он занимался ремонтом поездов, вагонов, а также выпуском бронепоездов и бронеплощадок. С цехов завода сошло сразу 2 бронепоезда. Макеты представлены в нашей экспозиции. Это бронепоезд «Комсомол Чувашии» и бронепоезд «За Родину». Помимо того, что бронепоезд «Комсомол Чувашии» строился на деньги комсомольцев республики, экипаж этого бронепоезда состоял в основном из уроженцев нашей республики. Были случаи, когда мирное производство должно было переходить на военный лад. И примером этого может служить Алаторский паровозоремонтный завод. Фотографии рабочих этого завода представлены здесь. Там был создан специальный цех по изготовлению заготовок для артиллерийских снарядов. Первым оборонным предприятием республики стал завод номер 320. Сейчас он известен под именем завода имени Чапаева. На этом предприятии занимались изготовлением взрывчатых веществ для нужд нашей артиллерии. Чтобы уберечь рабочих от опасных химикатов, использовался этот защитный экран. Тут находилась емкость с порошками, которые приходилось смешивать. И чтобы опасная пыль не попадала в глаза, не разъедала иную слизистую оболочку, этот экран и защищал рабочего. Ко всему прочему, могли происходить случаи взрывов, и тогда он мог спасти жизнь человеку. Несмотря на тяжелую ситуацию, сельское хозяйство республики выполняло план и даже награждалось специальными поощрениями. Переходящее красное знамя было вручено колхозу Аликовского района за победу в социалистическом соревновании в области животноводства. Ситуация в сельском хозяйстве была особенно тяжелой. Большинство мужчин отправились на фронт, 90% автомобилей и тракторов также ушло туда, забрали и треть лошадей. В этих условиях приходилось переучивать студентов, а женщинам садиться за руль тракторов. Необходимо было выполнять планы по заготовке урожая, а также изготавливать теплые вещи для нужд армии. Помимо этого, приходилось трудиться для создания оборонительных рубежей Сульского и Казанского обвода. В разгар битвы за Москву было принято решение сооружать эти оборонительные рубежи для защиты других городов. В
Чувашии в течение 14 недель порядка 100 тысяч человек ежедневно занималось возведением этих оборонительных рубежей. Картина представлена в нашей экспозиции. По закону привлекать для этой работы можно было уже подростков старше 17 лет. Для того, чтобы представить, где находился этот оборонительный рубеж, достаточно нарисовать линию от Ядрина до Алатыря. Такой огромной протяженности он был на территории нашей республики. Битву за Москву наши солдаты выиграли, и эти рубежи не пригодились. Однако они являются примером героического труда наших граждан. Следующий зал музея посвящен крупнейшим битвам Великой Отечественной войны – Сталинградской и битве на Курской дуге. После поражения под Москвой следующей крупной целью для атаки стал город Сталинград. Он открывал доступ к кавказской нефти, а она очень требовалась немецкой промышленности и войскам. Поражение под Сталинградом стало крупнейшим для всей немецкой армии. Только на завершающем ее этапе в плен к нашим войскам попало порядка 90 тысяч солдат, 2500 офицеров и 24 генерала. В экспозиции музея представлены трофейные вещи, которые были у немецких солдат под Сталинградом. Это валенки, которые в отличие от наших одеваются поверх сапог. Также здесь представлены и сами немецкие сапоги. Помимо этого было захвачено и трофейное оружие. Немецкий пистолет-пулемет МП-40, а также немецкая фляжка и пряжки для ремней. Что касается гордости экспозиции нашего музея, то это шпага адъютанта Паулюса. Разведчики 116-й стрелковой дивизии сумели ее добыть. Говоря об оружии нашей страны, следует упомянуть пистолет-пулемет Судаева, представленный здесь. Алексей Судаев, уроженец Чувашии, сконструировал один из лучших пистолетов-пулеметов всей Второй мировой войны. Он не зря пользуется любовью среди множества солдат. Завершила коренной перелом в войне битва на Курской дуге. Здесь, наконец, инициатива в войне перешла в руки советского командования. Среди уроженцев Чувашии, принимавших участие в этом сражении, был наш земляк Михаил Силантьев. Он во главе танковой роты сумел прорвать вражескую оборону на одном из участков фронта, и вслед за ним устремились наши войска. К сожалению, сам он получил тяжелейшее ранение, и звание Героя Советского Союза было присвоено ему уже посмертно. Перед Курской битвой чувашскими писателями было подготовлено письмо нашим сынам-фронтовикам. В нем они призывали наших солдат проявлять все свои героические качества. Вам, отважные воины Красной Армии, достойные потомки Улыб-Батыра, внуки и правнуки волжских борцов за народную волю, вам, кто как дуб крепок и стоек в сражении с заклятым врагом. Вам, славные защитники наши, шлет чувашский народ от всего сердца горячий салам. Среди уроженцев нашей республики, принимавших участие в Курской битве, были и бойцы 139-й стрелковой дивизии. Это одна из двух дивизий, в честь которых названа улица города Чебоксары. И эта дивизия формировалась также в нашей республике. Порядка 70% ее личного состава были нашими земляками. Огромную помощь нашим солдатам оказывали медики. Например, известный чувашский хирург Петр Ермолаевич Ермолаев вместе со своей бригадой провел за период войны около 60 тысяч операций. В нашем музее представлены осколки, которые он и его бригада извлекала из тел наших бойцов, причинявшие огромные мучения нашим солдатам. Также в экспозиции представлены шприцы, склянки с препаратами и прочие медицинские принадлежности, которые использовались нашими врачами. Также следует отметить Евгению Черпакову, которая могла не отправляться на фронт, поскольку у нее была бронь. Она работала в одном из 18 эвакогоспиталей, располагавшихся в нашей республике. В эти госпиталя доставляли раненых солдат. И Евгения могла быть в городе Чебоксары. Но вместо этого она отправилась в медсанбат 139-й стрелковой дивизии.
Принято считать, что война – это мужское занятие. Однако в Великую Отечественную на защиту Родины вставали и женщины. Создавались даже специальные женские подразделения. Например, на таких вот самолетах летали летчицы, которых немцы прозвали «ночные ведьмы». Зоя Парфенова, единственная женщина-герой Советского Союза из Чувашии, как раз и летала в таком женском авиаполку. Самолет У-2, или по-другому По-2, по фамилии конструктора Поликарпова, изготавливался в том числе и на Шумерлинском деревообрабатывающем комбинате. Этот самолет мог летать достаточно низко над уровнем земли, но в связи с этим он был достаточно легкой мишенью. Если загорится, то в течение буквально нескольких минут сгорит полностью. Тем не менее, этот самолет и сам женский авиаполк пользовался дурной славой у немцев. Не зря его назвали «ночные ведьмы». После череды серьезных поражений немецкое командование решило остановить наступление советских войск, выбрав для этого реку Днепр. Восточный вал – так немцы назвали череду своих укреплений, которые они избрали для остановки наших войск. Сразу, через 3 дня после окончания Курской битвы, наши войска приступили к форсированию этой реки. Огромное число подобных дзотов, представленных в экспозиции нашего музея, было на правом берегу реки Днепр. Плюс ко всему, местами на 100 метров уровень берега возвышался над водой. Такие серьезные препятствия приходилось преодолевать нашим солдатам на пути к плацдарму на правом берегу этой реки. Среди наших земляков сразу 20 человек были удостоены звания Героя Советского Союза только за операцию по форсированию этой реки. Также один из подвигов, который широко известен, а именно подвиг Александра Матросова, повторил наш земляк Николай Афанасьев. Вот такая вот амбразура дзота была закрыта его телом. Вместе с 4 товарищами он вызвался таким образом уничтожить вражеский дзот. Все они погибли, но тем не менее боевая задача была исполнена. Конечно, для солдата главное одержать победу, но тем не менее ему необходим отдых. На таких вот импровизированных привалах бойцы могли немного отдохнуть. Сюда к ним приезжали различные концертные коллективы, в том числе и из нашей республики. Целая бригада Чувашского государственного ансамбля «Песни и пляски» за 60 зимних дней 1943 года осуществила свыше 120 представлений. Существует легенда, что одна из самых популярных песен времен Великой Отечественной войны «На солнечной поляночке» была написана Алексеем Фатьяновым, который находился на излечении в госпитале Чебоксар в старом здании Дома печати. На солнечной поляночке дугою выгнул брод парнишка на тальяночке, играет про любовь. К апрелю 1944 года наши войска освободили территорию Советского Союза. Не случайно этот столб символизирует собой государственную границу. Теперь, воодушевленные этим успехом, бойцы Красной Армии приступили к освобождению стран Восточной и Западной Европы. Чтобы понять, в каких условиях оказались те солдаты и мирные жители, попавшие в немецкий плен, в экспозиции музея воссоздан интерьер барака немецкого концлагеря. В такие лагеря попадали в том числе и наши земляки. Представлена здесь фотография, вернее портрет Александра Пахомова, который, будучи в немецком лагере Цейтхайн, вместе с лагерным сопротивлением сумел зарисовать то, что видел своими глазами. В частности, общий вид лагеря, сцену, где в общую братскую могилу бросают трупы погибших, также картину, которая повествует о том, что советский солдат, офицер, не отказался от своих погон и не присягнул врагу. На заключительном этапе войны главной целью для нашего командования стало овладением немецкой столицы, городом Берлин. На диораме, которая представлена в экспозиции нашего музея, показано, как советские войска штурмом овладели этим символом немецкой столицы. 1 мая 1945 года Егоров, Берест и Кантария водрузили знамя победы над крышей Рейхстага. Однако, выполняя союзнические обязательства, Советский Союз после капитуляции Германии вступил в войну с Японией. Здесь представлен китель Александра Табакова, нашего земляка, который принял участие в войне с этой страной.
Был он минометчиком и стал полным кавалером Ордена Славы. Александр Табаков сначала был наводчиком, а затем командиром минометного расчета. Пройдя конфликт с Японией, он сумел вернуться обратно на родину, в Чувашию. Отметить победу предстояло проведением парада, который состоялся 24 июня 1945 года. 30 тысяч человек приняло в нем участие, в том числе и наши земляки. Их было 30 человек. При этом вражеские знамена на специальном постаменте собрали и уничтожили. А что касается знамен победителей, то вот такое знамя 324-й стрелковой дивизии, которое представлено в нашей экспозиции, могло быть и на параде Победы. Сейчас оно хранится у нас здесь. Всего в Великой Отечественной войне из нашей республики принимало участие 208 229 человек. Из них половина домой так и не вернулась. Это высочайшие потери среди всех районов Советского Союза. Как только мы сможем принять посетителей, приглашаем вас посетить наш музей.